500 юных лыжников со всей страны вышли на старт всероссийских соревнований на призы четырехкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Традиционно королева лыж лично пожелала спортсменам удачи на трассе. Несмотря на конец сезона, эти старты считаются самыми ответственными. Здесь подводят итоги своей работы все спортивные школы страны. Виктория Палкина встретилась с надеждами национального лыжного спорта. Воронежские лыжницы уходят на последний тренировочный круг перед стартом. Для них это своеобразное прощание с зимой. Говорят, снег в Коми самый мягкий. Пока одни разминаются, другие успевают сделать селфи с хозяйкой соревнований. После – бегом на трассу. Для гостей из Белгорода это официальное закрытие сезона. Когда они вернутся в родные края, там уже будет настоящая весна. У нас, в принципе, в начале сезона снега почти не было. У нас его насыпали пушками, нам наконец-то их закупили. А сейчас перед отъездом у нас насыпало большие сугробы снега. Он шел 3 дня без остановки. Но мы уехали. Получается, мы его не застали. Мы покатались 2 тренировки и все. Здесь самые перспективные юные лыжники страны. В свое время именно на этих соревнованиях первые серьезные результаты показали нынешние олимпийцы, звезды Пекина. За 36 лет очень много участников, которые здесь участвовали на этих соревнованиях, стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. На последней Олимпиаде Юля Белорукова в то время, теперь она Юлия Ступак, она из республики Коми, она, здесь проявила себя. Также Вероника Степанова, Непряева, они все здесь выступали. Поэтому у ребят такой стимул появился. Сегодня они, наверное, смотрели последнюю Олимпиаду, насколько хорошо выступали наши лыжники. Это есть на кого равняться им. Все 36 лет главный судья соревнований Николай Чарин. Десятки тысяч спортсменов прошли через стартовые протоколы, подписанные им. А ведь все начиналось очень скромно. Собиралось, во-первых, не очень много участников. Собиралось где-то по 15-20 команд с регионов России. И тогда проводились только 2 гонки. Гонка свободным стилем, гонка классическим стилем и эстафеты. Сейчас добавилось еще соревнования в спринте. И вот проводятся 4 соревновательных дня. С удовольствием все участники приезжают на эти соревнования. Всегда много народу. 4 десятка регионов, 103 спортивные школы, почти 500 участников. Многие наставники перевозят в Коми спортсменов, чтобы те почувствовали особый лыжный дух нашей республики. Где еще просто так можно встретить олимпийских чемпионов и послушать рассказы про их спортивное детство? Мы катались до темна. И даже еще когда темно было, до 6 вечера. Потом приходили домой, воду надо принести, дрова занести, уроки, и все, день заканчивался. Несмотря на столь серьезные соревнования на республиканском лыжном комплексе, не останавливается подготовка к чемпионату России. Стартует он через 10 дней. Этот арт-объект ручной работы должен стать своеобразной фотозоной для болельщиков и гостей. Автор идеи – Василий Рочев-младший. Сегодня он тоже на трассах, поддерживает наших юных спортсменов. У них впереди еще 3 соревновательных дня. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.